Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусства». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валерий Гагин. Вы знаете, каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты меняют нашу жизнь к лучшему. И сегодня такой гость у нас. Это министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Айбулат Акилович, добрый день. Добрый день. Почему этот человек меняет нашу жизнь к лучшему? Да потому что образование — это то, что сегодня создается на будущее. То есть те усилия, которые мы сегодня вкладываем в наших детей, государство вкладывает в наших детей, эти усилия, они вернутся к нам, наверное, вернутся к нам, если мы доживем до этого, в нашу старость. Так ведь, Айбулат? Все верно, да. И вот об этой важной теме, о проблемах, об успехах мне хотелось бы сегодня с вами поговорить, пообщаться. Начнем, наверное, все-таки с положительных. Что есть вот прямо такого, чем стоит гордиться, чем вы можете гордиться за деятельность? Образование, система образования в республике, на самом деле, она достаточно качественно развивается и имеет достойные результаты. Ну, я, предваряя, наверное, позитив в нашем образовании, подтвердил бы вот ваш постулат, с которого вы начали. Образование — это на самом деле мост между эпохами, между поколениями, между цивилизациями. Когда прекращает развиваться образование, когда прекращает уделяться внимание, достойное внимание системе образования, собственно говоря, уже начинает деградировать и общество, деградирует и цивилизация, ну и нет дальнейшего уже развития, собственно говоря, вот той формации, общественной информации, которая существует. В республике, конечно, как и во всей стране, активно реализуется сейчас нацпроект образования. И мы здесь, надо отметить, лидеры в Российской Федерации по количеству тех проектов, которые у нас реализуются, те же самые точки роста, абсолютно новая формация организации общего и дополнительного образования, когда у каждого абсолютно ребенка, который обучается вот в этих точках роста, это 133 таких школ у нас в республике открылось в сентябре, именно точки роста. Это типа вот полилингвальной школы, да, которая в Уфе? К полилингвальному мы сейчас чуть позже перейдем. Это формация именно объединения двух систем воедино, не разрозненно. Дополнительное образование и общее образование. У нас, как правило, ребенок в школу ходит на общее образование, а на кружки потом, кружки, секции и так далее, он уже уходит в учреждение доп. Образования. Здесь же все воедино. И у ребятишек есть возможность позаниматься теми же шахматами, есть возможность позаниматься в школьной телестудии, то есть оборудование, все вот это поступило. Есть возможность заняться познать для себя азы новой профессии, управление коптерами, квадрокоптерами. Это на самом деле профессия будущего. А где это есть? Вот в каждой школе, вот где точки роста у нас открылись, квадрокоптеры закуплены, причем там абсолютно разные есть, они все сертифицированы, имеют свою высоту полета, имеют свою там продолжительность полета. Но уже я вижу вот и интерес наших коллег из, скажем, коммерческих структур, которые даже готовы определенным образом вложиться сейчас в подготовку педагогов, в подготовку наших детей, чтобы потом уже будущие выпускники, будущие специалисты уже, да, управления квадрокоптерами пришли к ним работать. Робототехника. Это тоже новое веяние, и инженерное образование сейчас без робототехники просто не может прожить. Ну, да и смысла нет в нем, собственно. Да, конечно. И вот мы как раз здесь уже закладываем основы робототехники, прототипирования, проектирования. У детей, по сути, появились абсолютно иные новые ресурсы, о которых, наверное, не приходилось мечтать, особенно в сельской глубинке. Ведь эти 133 точки, они равномерно разбросаны по всей республике. И таких школ в конечном итоге станет у нас не менее 700. Всего 1318 школ. Ну, то есть больше половины. Больше половины школ будет охвачено вот этими точками роста. Мы активно движемся в цифровизации нашего образования. У нас пока немного, 63 школы подключились у нас к проекту «Цифровая образовательная среда», но это только начало. Мы, опять же, здесь вот лидеры по розыгрышу грантов, федеральных грантов Министерства просвещения по цифровой образовательной среде. У нас в общей сложности более 1000 школ
будет охвачена уже к 2022 году цифровой образовательной средой. Но что кроется за этим термином? Во-первых, школа получает совершенно новые компьютеры, быстродействующие, имеющие очень хорошую операционную систему. Мало того, они заключены в локальную сеть, и есть 6 управляющих систем у нескольких педагогов. Ну, в первую очередь мы ориентировались на учителей информатики, математики, химии, физики. Но при этом это не означает, что гуманитарные предметы не могут в этом участвовать. Учителя литературы, учителя истории, там, обществознания и так далее могут также быть активными участниками этого проекта. Ребенок во время урока с педагогом, еще раз говорю, это не только информатика, имея широкополосный интернет, а у нас в 2021 году все школы будут уже обеспечены широкополосным интернетом, это достаточно высокая скорость, 50 мегабит в секунду это для сельских школ и 100 мегабит в секунду для городских школ, это минимум. Используя как раз электронные образовательные ресурсы, электронный контент, причем не только российский, республиканский, российский и даже мировой, для проведения уроков. Ну, поверьте мне, прекрасная возможность есть у каждого ребенка, изучая ту же самую мировую художественную культуру, предмет, окунуться в мир художества, в том числе художественной культуры, в том числе, скажем, посетить Лувр. Ну да, музеи выложили давно свои коллекции. Есть. И еще что появилось у нас? У нас появилось абсолютно новое оборудование, о котором, наверное, 10 лет назад мы еще не то что не мечтали, мы не знали о нем. Это VR-оборудование, возможность проводить уроки с использованием VR-шлемов. Необходимое программное обеспечение у нас уже либо поступили, либо поступают, но здесь коллеги наши из вузовской среды активно нас поддерживают. Вот буквально в начале марта у нас состоится межрегиональный семинар-совещание. Съедутся руководители точек роста, и наши коллеги из вузов представят уже новые продукты, которые можно использовать, в том числе VR-оборудование. И надо сказать, республика здесь очень серьезно двигается в этом направлении. Коллеги из соседних субъектов с удовольствием к нам приезжают, изучают наш опыт, и вот напрашиваются вот на такие, в том числе, семинары, чтобы посмотреть нашу практику. Следующий интересный проект, который у нас был запущен, это проект «Взлетай». Еще в прошлом году на первом школьном форуме глава республики презентовал этот проект. Пока немного, 71 школа, но это только начало, это только пилот. Вот уже 2020-2021 учебный год, как минимум еще плюс 2 школы в каждом муниципалитете, а это еще 140 школ. Включится этот проект. Суть проекта. Это в рамках внеурочной деятельности, внешкольной даже деятельности. Дать возможность ребятишкам получить тот набор знаний, ну, как сейчас модно говорить, компетенций, который позволит им стать конкурентоспособными. Свободно говорить на английском языке, играть в шахматы, заниматься любыми видами спорта, которые они пожелают, и предоставляем эти возможности, ораторское искусство, умение заниматься проектной деятельностью, умение правильно и красиво себя преподнести в обществе, умение убеждать, это тоже очень важно, психологические аспекты, вот как раз умение коммуницировать с людьми. Да, мы тоже вести диспут, да? Да. Наконец, для всех желающих ребятишек мы уже с 1 сентября в том числе предоставим возможность обучаться по программам вождения. Сразу, конечно, ребята права не получат по достижении 18 лет, но они уже получат, по крайней мере, свидетельство о прохождении курсов в автошколах. Здесь этот проект мы совместно реализуем с обществом ДОСААФ. Мы очень серьезно снижаем планку по стоимости. Если, скажем, во многих школах, автошкола города Уфы, там планка 20-25 тысяч рублей, здесь мы не превышаем 12 тысяч. Возможно, даже будет какое-то определенное снижение. А для отличников, у тех, у кого вообще четверок нет, мы еще делаем поблажку 50%. То есть не более 6,5 тысяч. Это причем за все. И за теоретический, и за практический курс вождения. Я считаю, это прекрасная возможность качественно получить образование именно в этом направлении. И таких курсов, на самом деле, вот модули мы их назвали, модулей достаточно много. Танцевать даже мы учим.
Это же здорово, когда ребенок научился танцевать вальс. Мне кажется, это один из основных навыков, который потребуется вот после завершения Мне, как школы. молодому человеку, конечно, было бы интересно по выпуску из школы на каком-то танцевальном вечере, да, стилизованном бале, Да, не стоять около пригласить, стенки, не подпирать стенку, да, пригласить даму, там, девушку понравившуюся мне, пригласить на танец и этим самым удивить ее. Скажите, а вот для чего, собственно, государство и Министерство образования занимается этими вещами? А не только же, наверное, для, ну, так скажем, получения кадров, да, каких-то, которые в востребованных отраслях, но и в том числе и для какого-то изменения психологического настроя клиентов, детей. В данном случае не клиентов, а детей, конечно. Хотя говорят, что образование — это услуга. Да, вот бытует такое мнение, режет слух, честно скажу, называть школу местом, где предоставляются образовательные услуги. Школа — это храм знаний, поэтому здесь не может быть услуг, здесь все-таки первоочередно это общение педагога со своими учениками, и второе — это все-таки место, где дети получают образование, приобщаются к социальной культуре, они социализируются, если угодно, ну, в том числе и воспитываются, то есть становятся людьми. Потому что человек, оторванный от общества, конечно, этот процесс проходит достаточно долго, сложно и не в полном объеме. Школа как раз реализует вот этот вот аспект. Зачем все это делается? Ну, в первую очередь, наверное, минимизировать те, скажем, негативные явления, которые существуют в нашем обществе. Детей ведь очень много негатива окружает в жизни. Вот те же самые интернет-среда, неконтролируемая интернет-среда, к сожалению, порой приносит и негатив в жизни. Те же самые асоциальные, скажем, группы, куда может ребенок попасть. Те же самые, помните, наверное, в свое время нашумевшие «Синие киты». Сейчас вот получают свое распространение вот криминализированные такие вот общественные группы, типа АУЕ и так далее, да. Это явно, конечно, идет вразрез с теми социальными позитивными ценностями, которые должны быть сформированы у человека. Наша задача, чтобы ребенок максимально был занят, как в урочное, так и в внеурочное время, и внешкольное время в том числе, и приобщался, вот, максимально занят, но приобщался к социально положительным ценностям. Аксиологическая ценность школы, она, наверное, более чем высока в сравнении с другими социальными институтами, которые вообще имеются как в нашем, так и в любом другом государстве. Педагог — носитель ценностей. И наша задача, чтобы и школа могла предоставить вот возможности для реализации своих способностей, талантов, формирования таланта, но в тот же момент и педагог должен стать образцом для подражания. К сожалению, пока это не везде наблюдается, но наша задача — поднять авторитет учителя, Вот здесь, поднять авторитет образования вот в целом. Здесь я предлагаю обсудить последние исследования, которые буквально сегодня или вчера были опубликованы в сети. Проводила иностранная компания исследовательская по заказу Lego Education. Компании, которая производит игрушки мировые. И в рамках этого исследования выяснилось, что наши школьники, исследование проводилось в России, в Китае, в США, в Германии. Выяснилось, что российские школьники — лидеры среди негативного вот этого ощущения от посещения школы. С чем это связано? Почему дети испытывают стресс, посещая уроки? От 5 до 18 лет была выборка. Ну, много, наверное, факторов, которые влияют на то, что я не уверен, что все-таки много детей испытывает негатив. Первое, с чем обращаются с жалобами к нам родители, это поборы. Видимо, вот этот фактор в том числе влияет на, скажем, неудовлетворенность какую-то от образовательной организации. А второе — это порой превышены объемы домашнего задания. Дети, фактически приходя домой, достаточно много времени посвящают именно выполнению домашних заданий. И здесь, опять же, наверное, проблема в первую очередь учителя. Мы не успеваем на уроке дать необходимый объем знаний.
И это восполняем тем, что перегружаем детей уже в домашний период. Владимир Владимирович, вот в развитии этой темы, скажите, пожалуйста, как должно строиться образование? Вот я смотрю на некоторые примеры и вижу, что, например, в отдельных школах образовательный процесс занимает, все время, все рабочее время дня, с 8 и до 6 вечера. В наших школах это полдня, насколько я помню, ведь ничего не поменялось, да? Школы, которые в односменном режиме работают, в принципе, они у нас предоставляют во второй половине дня возможности для развития ребенка. У нас достаточно много школ, которые имеют и продленку, так называемую, да. Есть школы, которые предоставляют возможности для занятия физической культурой и спортом, это и секции. Есть и иные направления дополнительного образования, их всего 8. Но проблема в том, что вот у нас, особенно столичные школы, они имеют двухсменный режим работы. Перегружены. И ребенок уходит из школы, у него нет возможности во второй половине дня. И вот за этот промежуток времени нужно быстро-быстро весь материал дать, чтобы... Да, и вот получается так, что у учителя нет, раз вторая половина дня загружена, у учителя нет возможности дополнительно позаниматься с ребенком, хотя это обязанность педагога. Собственно говоря, он за это и заработную плату получает, но есть и другое. Есть четкие требования федеральных государственных образовательных стандартов, которые обязывают педагога обучить ребенку тому минимальному хотя бы набору знаний, который должен быть по его предмету. Если ребенок этот объем знаний не набирает, значит, это чья проблема? Вешать это только на вот этого бедного ребенка и говорить, ты не способен, ты не занимаешься, значит, и Бог с тобой, да? Это неправильно, абсолютно не педагогичный подход. Здесь уже явно прослеживается педагогическая дефектология. Но нам важно, чтобы вот учителя понимали, что при их урочной нагрузке есть еще объем внеурочной нагрузки, которую он обязан вести. Ребенок отстает, значит, есть проблема, есть серьезная проблема неусвоения материала, есть у ребенка проблемы с пониманием вообще тех или иных тем. Вот если, скажем, педагоги меня поймут, есть разные формы построения учебного процесса, построения изучения учебного материала. Есть линейное, есть спиральное, циклическое. Вот если определенный объем знаний, скажем, на том или ином периоде, в 5 классе, ребенком не усвоен, а идет как раз спиральное построение, то есть каждое новое знание наслаивается на предыдущее полученное знание, то не будет, если базы, то, собственно говоря, здание рушится. Понимаете, да? И важно, чтобы на каждом этапе ребенок усваивал знания, и новое знание ложилось на тот фундамент, который у него заложен уже изначально на предыдущем периоде. Поэтому я всегда, когда общаюсь с нашими коллегами, с учителями, я сам в школе работал, знаю прекрасно, вот как эта проблема. У меня предмет достаточно был нелюбимый, почему-то большинством наших учеников химия. Да, я вообще не ходил в школе, я помню. Да, не знаю, не могу сказать, что вот в моем классе не любили. С детьми мне было интересно, и детям было интересно со мной. Химия — предмет, который, если правильно его преподавать, если его правильно преподнести для ребятишек, это становится на самом деле одним из интереснейших предметов. А кто может правильно преподавать предмет, и что Министерство образования будет делать для того, чтобы таких людей, умеющих правильно преподавать, становилось больше? Первое, все-таки, это качество подготовки специалистов, будущих специалистов в системе высшего и среднего профессионального образования. Наши педагогические колледжи, наши педагогические вузы должны выстроить систему подготовки специалиста таким образом, чтобы он, выходя из школы, был абсолютно морально, психологически и, самое главное, интеллектуально готов, и методически в том числе, был готов к обучению в школе. У нас учителя, достаточно большой процент молодых педагогов, которые приходят в школу, уходят в первые 2 года. Проблема, знаете, даже и зарплата, безусловно, это один из важнейших факторов, но порой не только ограничиваются вот именно этим фактором, боятся детей, не могут выстроить отношения с детьми, не могут выстроить свою методическую работу. Вот здесь уже мы подхватываем. Наш Институт развития образования, это как главный методический орган республики в системе образования, должен как раз и оказать методическую помощь
не только молодым, конечно, и продолжающим свою профессиональную деятельность педагогам в правильном формате выстроить свою методическую работу. Вот недавно только у нас было обсуждение с руководителем, с ректором нашего Института развития образования проблематики, вот этой проблематики, и поручения как раз получили они от Министерства образования. Вы знаете, мне в жизни однажды, когда работал учителем, предоставился шикарный шанс, о котором я вот уже на протяжении, наверное, лет 20 точно вспоминаю, и считаю, что это для меня стало очень серьезной подвижкой вообще в становлении как специалиста, как профессионала. Я целых 2 дня провел на семинаре в прямом общении с автором учебника, по которому я работал. Это очень важно. Понимать, какой смысл в те или иные темы, какие конкретно компетенции закладывал автор учебника при его написании. Какой контекст? Какой контекст, да. И 2 дня мне вполне хватило понять. Чтобы напитаться энергетикой. Напитаться энергетикой, но самое главное, понять, как выстроен учебник, как выстроена система получения знаний нашими детьми, в том числе и проведением срезов, на каком этапе, где, как необходимо проводить, да? Контролировать, да. В каком формате должен проходить именно по тем или иным темам варианта опроса, как фронтального, итогового и промежуточного и так далее, индивидуальной групповой работы. И мне, на самом деле, честно скажу, это было хорошим подспорьем в работе. То есть педагог должен учиться всегда. Да. И вот как раз поручение было Института развития образования о том, чтобы чаще приглашали авторов учебников. Учителя должны встречаться с авторами учебников, чтобы было 100% понимание. Ведь учебники пишут очень классные методисты. Это сильнейшие методисты. Это не просто знаниевый подход, это именно методический подход к освоению учебного материала. И если я с таким методистом встречусь, поверьте мне, пообщаюсь с ним, он поделится своими идеями, мыслями, я заряд энергии не только получу, я получу, по сути, методические указания, как надо работать правильно. Классно. Буквально 2 минутки осталось у нас, и блиц-опросы о темах, которые волнуют нас. Айбол Флакирович, скажите, пожалуйста, у нас будет единая форма для всех учеников? Пока мы обсуждаем, на вчерашнее утро было 56 тысяч опрошенных родителей, ребятишек и педагогов в том числе. Голоса разделились. Есть коллеги, которые ратуют за свободный стиль одежды. Есть определенная когорта проголосовавших, которые хотят все-таки, чтобы школа сама только устанавливала. Но, вы знаете, есть серьезно достаточно категория родителей, которые настаивают на том, чтобы в республике была единая школьная форма. Друзья, те, кто нас слушает, зайдите, пожалуйста, на сайт Министерства образования и выберите свой вариант ответа, который вам ближе. Будут дети ходить в единой форме, будут ходить в форме, которую установила школа, или же будут ходить в том, в чем ходили мы в 90-х, в джинсах. Мне, кстати, это нравилось. Я и в школьной форме ходил и так далее. Следующий вопрос. Вы, как министр, будете ли прямо зубами бороться за увеличение бюджета Министерства образования? Мы и боремся за увеличение, и, в принципе, бюджет Министерства образования ежегодно прирастает суммами. Может быть, не теми, которые бы хотело и министерство, и наши педагоги, но в любом случае мы же понимаем все-таки возможности бюджета республики, и понимаем, что бюджет республики достаточно социально ориентирован. Более 70% бюджета идет именно на социальную сферу. Дай бог, чтобы шло больше. И третий вопрос. Вы действительно делаете то, что вы любите? Мне, честно скажу, дважды в день, как минимум, я испытываю положительные эмоции, когда утром еду на работу, и вечером, когда возвращаюсь домой к семье. Правда, семью я вижу очень редко. В основном спящие, да, ребятишек своих, уже отходящими ко сну или спящими. Но в любом случае, честно скажу, мне нравится моя работа. Ура! Дай бог, чтобы так было у каждого. Я желаю искренне вам увеличения бюджетов, увеличения внимания к Министерству образования. То же самое желал министру культуры, потому что на самом деле существует всего 2 основные отрасли, которые достойны внимания общества. Это культура и образование. Потому что без них не имеет смысла делать ничего. Ну и здравоохранение, наверное, тоже не забывай. Да? Наверное, да, но как это сервис. Но это вот основа. Без этого здравоохранение тоже не особо нужно, собственно говоря. До новых встреч, друзья.
Спасибо, до свидания.